Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Давайте посмотрим, что ждет овнов на неделе с 6 по 12 января 2020 года. Рассмотрим отношения, работу, финансы и достанем карту «Совет на неделю». Будем делать расклад на цыганской колоде, цыганском оракуле. Посмотрим, что ждет тех овнов, которые находятся в отношениях. Выпадает карта «Тюрьма». Тех овнов, которые ищут партнера. Здесь выпадает карта «Постоянство». Посмотрим, что ждет тех, кто работает, постоянную работу имеет. Выпадает карта «Болезни». Для тех, кто ищет работу, выпадает карта «Деньги». И для финансов выпадает карта «Удача». Давайте начнем с тех овнов, которые уже имеют партнера. Здесь выпадает карта «Тюрьма», и она говорит о том, что в отношениях вы будете чувствовать, что вам не хватает свободы. Вам, возможно, уже трудно находиться рядом с вашим партнером, или, может быть, вот эти длительные праздники, да, и невозможность побыть в одиночестве, они уже начинают мешать, да, то есть начинают создавать неудобства. Карта говорит о том, что, возможно, у вас могут не решаться какие-то вопросы очень важные, да, связанные с домом, связанные с вашими любимыми, близкими людьми. И также карта говорит о том, что, возможно, вы имели какие-то, совершили какие-то ошибки в ближайшем прошлом. И у вас сейчас действительно такое состояние, что хочется просто сбежать не только от вашего партнера, да, но и от себя. То есть не хочется признавать свои ошибки, не хочется как-то видеть действительно то, что вы не правы, да, то есть вы хотите просто выйти из какого-то конфликта, да, но не желаете брать на себя ответственность, не хотите решать вот такие вопросы на глубоком уровне. И это, конечно, вот может осложнять отношения, да, то есть вот как бы самый главный совет карты, чтобы улучшить отношения, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно обязательно понять, что вы сделали неправильно, да, признать это прежде всего перед собой, а потом уже перед вашими близкими. Карта также говорит о том, что, в принципе, в отношениях не нужно чувствовать себя зависимым, да, и не нужно создавать вот эту зависимость. Отношения – это не тюрьма. Отношения, они предполагают как бы свободное желание каждого человека находиться рядом друг с другом. И если вот этому что-то мешает, это проблемы, которые нужно решать, о которых нужно разговаривать. То есть нужно обязательно прояснить эту ситуацию для того, чтобы каждый в союзе чувствовал себя спокойно, мог делать то, что он считает нужным, да, то есть вот здесь, конечно же, вот вопрос свободы, он играет очень большую роль. Ну и вопрос каких-то прошлых ошибок, которые все-таки нужно обязательно признать, понять, разрешить. Давайте посмотрим, что ждет тех овнов, которые ищут партнера. Здесь выпадает карта «Постоянство». Постоянство говорит о том, что у вас вряд ли на этой неделе будут какие-то очень серьезные изменения вот в смысле встречи нового партнера, да? Здесь, скорее всего, будет оставаться так же, как и было. То есть, если вы, допустим, уже с кем-то познакомились до этого, то на этой неделе отношения будут развиваться, тоже ничего меняться не будет, да? А вот если, допустим, у вас не было встречи, то значит на этой неделе вряд ли она состоится. Но карта говорит о том, чтобы вы позаботились о себе, чтобы вы чувствовали себя счастливыми, несмотря ни на что, чтобы можно было выйти, допустим, красиво одеться, да, в какие-то красивые места выйти, в театр, может быть, на какие-то выставки и так далее. То есть здесь вот очень важно создать себе такое настроение, когда вы счастливы, когда вы радостны, такое вот создать предвкушение счастья, да, вот карта говорит о том, что нужно выходить из дома и радовать себя.
несмотря на то, встретите вы кого-то или нет, эта неделя, возможно, она и не предполагает встречи, да, но это не значит, что вы должны быть несчастны и думать все время только о том, что кто-то с вами должен рядом быть. Главное, что вы у себя есть. Любите себя, обращайте на себя внимание, украшайте себя, дарите себе сами подарки и так далее. То есть радуйте себя. Давайте посмотрим, что ждет тех овнов, которые работают. Но здесь у нас карта болезни. Болезнь обычно укладывает человека в постель просто для того, чтобы он восстановил силы. Да? Вот. И карта говорит о том, что, скорее всего, овны не будут на этой неделе просто работать. Да? Скорее всего, они будут отдыхать. И не время сейчас думать о работе. А для тех, кто действительно вынужден будет работать в эти праздничные дни, в эти выходные, каникулы, да, то у тех, возможно, не будет просто желания и сил заниматься какими-то серьезными делами. Вам будет хотеться как можно быстрее закончить свои дела и отдохнуть, да, как бы побыть дома, почувствовать себя в комфорте, расслабиться и так далее. То есть карта ничего плохого тут не говорит, просто она не предполагает каких-то достижений на работе, да, желания вообще вкладываться, трудиться и так далее. Давайте посмотрим, что ждет тех овнов, которые не имеют работы. Здесь выпадает карта деньги. Она говорит о том, что несмотря на то, что у вас, может быть, нет постоянного какого-то места работы, вы все равно ни в чем не будете нуждаться. Возможно, это будут подарки, возможно, это будет помощь ваших там родных, близких, да, потому что здесь дом изображен. В общем, все, кто к вам в дом приходит, они приносят что-то, да, с собой. И если мы говорим здесь о работе, то, возможно, даже кто-то принесет какую-то новость, которая впоследствии поможет вам заработать, устроиться на новую работу и заработать денег. Да? То есть именно в дом к вам могут прийти люди, которые могут поспособствовать вашему трудоустройству дальнейшему. Не на этой неделе, конечно же, да, но есть возможность действительно получения какой-то работы с тем, чтобы даже хороший заработок был. Да? Именно придет такое известие к вам домой, вам не нужно даже выходить из дома для этого. Ну, либо, допустим, вы можете получить какую-то информацию через интернет, потому что здесь тоже вы остаетесь дома, да, никуда вам не нужно выходить. Давайте посмотрим, что ждет овна в финансах. Выпадает карта удачи. И здесь, в принципе, даже на картинке изображена фигура, у которой в руках рог изобилия, и из него выпадают вот монетки, тут денежки и так далее. То есть, по сути, карта именно денежная выпала. Действительно, есть возможность получения какой-то прибыли, может быть, подарков дорогостоящих каких-то, да, может быть, вы будете на себя тратить какие-то хорошие такие суммы денег, да, для того, чтобы порадовать себя, может быть, на одежду, чтобы обновить гардероб или еще какие-то приятные такие траты, покупки. Но карта говорит о том, что в деньгах на этой неделе у вас будет удача точно. Возможно, вы даже и не ожидаете, что их будет столько, сколько вот будет приходить, да. То есть вы будете очень рады, действительно будете считать, что в деньгах вам на этой неделе везет. Давайте посмотрим, что ждет овнов, вернее, что советует овнам карты на неделю, на чем сосредоточить свое внимание. И выпадает карта тоска. То есть карта говорит о том, чтобы мы ни в коем случае не поддавались унынию, да, мы, чтобы проводили вот эту неделю обязательно с пользой, старались себя порадовать, старались быть в окружении близких, родных людей, старались выходить из дома. Ни в коем случае нельзя поддаваться каким-то низким таким вибрациям, да, или, может быть, нельзя думать о чем-то плохом, или решать какие-то вопросы, которые могут вас огорчить. То есть все, что на этой неделе нужно, это настрой, да, настрой правильный, чтобы вот эти праздничные дни, они зарядили вас на целый год вперед, да, то есть обязательно нужно набраться ярких впечатлений, нужно порадовать себя как только можно, потому что это потом как бы надолго сможет вас, вернее, долго сможет вас поддерживать, да, то есть то, что вы накопите на этой неделе,
вы сможете вот долгое время потом расходовать, да, вот эти впечатления, радость, счастье и так далее. Даже если, допустим, у вас не создаются такие ситуации, то вы их создавайте сами. То есть здесь все зависит от себя, от вас, да. То есть здесь одна фигура изображена на карте, и то есть акцент на себя, на то, чтобы вам было радостно, да, чтобы вы себя поддерживали. И карта говорит о том, что никто, кроме вас, это сделать не может. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю использовать все возможности для отдыха сейчас, да, набраться сил, набраться положительных эмоций для дальнейшего года. То есть сейчас закладываются энергии на целый год, нужно пользоваться этим. Всего вам доброго, до новых встреч!